С именем Гавриила Иосифовича Черяева связывают многие достижения современной Якутии. На протяжении 17 лет он руководил республикой в должности секретаря Якутского обкома КПСС. Руководство Гавриила Иосифовича ознаменовалось значительными достижениями в экономическом, социальном и культурном развитии. В этих лаконичных строчках изложены и историческая судьба, и достижения, и огромные перспективы самого большого по территории, самого богатого природными ресурсами автономного края. Он оставил глубокий след в истории. Под его руководством были созданы ключевые промышленные объекты, развивалась наука, культура и образование. Особое внимание он уделял сохранению национального наследия, поддержке коренных народов Севера и развитию талантливых кадров. К юбилейной дате, столетию со дня рождения Гавриила Черяева, в Якутии готовились давно. Всего подготовили 48 различных мероприятий, как в столице, так и в связанных с его деятельностью регионах. Они будут проходить на протяжении всего года. Имя Гавриила Ильича связано с созданием города Неринга. В этом году Неринге 50 лет исполняется. И аэропорт города Неринги будет присвоено имя Гавриила Ильича Черяева. Тоже большая работа была проведена. И в этом году 80 лет Победы. Гавриил Ильич единственный руководитель республики, который является участником Великой Отечественной войны. И такой символизм: столетие Черяева, 80 лет Победы и 50 лет Неринга. Память о нем почтили, возложив цветы к его памятнику, установленному в сквере, названному в его честь. На месте собралась общественность и молодежь не только столицы, но и регионов, тесно связанных с Гавриилом Черяевым. Вообще этот год, 2025 год, объявлен в Вилюйском Улусе районе годом Черяева. Поэтому практически все крупные мероприятия, которые проходят на территории нашего района, они будут посвящены Гавриилу Иосифовичу Черяеву. В том числе есть и республиканские мероприятия, которые там пройдут. Буквально недавно было большое и очень интересное соревнование республиканское среди автомашин. Это Хараян, который также был посвящен столетию Гавриила Иосифовича Черяева. Большой, республиканский СЭХ, который, пройдет у нас летом, также будет посвящен 80-летию Победы и, конечно же, Гавриилу Иосифовичу Черяеву. По словам его близких и коллег, Гавриил Черяев был не только хорошим руководителем, но также и ответственным семьянином. Вместе с женой Зинаидой Гаврильевной они воспитали 2 дочерей и сына. Старшая дочь Гавриила Черяева, Наталья Гаврииловна, уже 40 лет преподает в Северо-Восточном федеральном университете. Как сейчас, так и до, она постоянно ориентировалась на труд и достижения своего отца, как в работе, так и в жизни. Я сталкиваюсь с тем, что многие хотят стать руководителем в республике, но далеко не все представляют, что это такое и какими усилиями, какими работами, трудами были достигнуты те успехи, о которых сегодня здесь говорилось. И поэтому мне представляется тоже важным обращать внимание на то, как работали люди того времени, почему именно в то время они работали так. И я хотела бы, чтобы были доступны как можно больше книг о тех людях, чтобы мы могли читать не только о руководителях, но и о тех людях, которые многого добились, о тех людях, которые строили железную дорогу, мы о них ничего не знаем, о тех людях, которые работали в Мирном. Для сохранения памяти и изучения его достижений в Якутске был издан сборник, посвященный Гавриилу Черяеву. Над книгой работали, используя сохранившиеся архивные данные из Национальной библиотеки и архива республики. В нее вошли значимые переписки, труды, доклады, выступления и воспоминания. Всего тираж сборника составил 950 книг, которые разойдутся по библиотекам республики, а 20 из них направят в Москву. Национальный архив в свое время выпустил 3 сборника архивных документов и 1 фотоальбом. Это было тоже к юбилейным мероприятиям было сделано. И Наталья Гавриловна любезно предоставляла документы, рассказывала об отце. Поэтому такой душевная составляющая всех этих книг тоже имеется. Открывшаяся мультимедийная выставка в Музее «Россия. Моя история» стала местом, где любой желающий мог в интерактивной форме ознакомиться с достижениями Якутии в годы руководства Гавриила Черяева.
На стенах зала представлена видеохроника тех лет, а рядом расположены терминалы с подробной информацией о видном политическом деятеле. А также мы, значит, обогатили, можно сказать, вот эту выставку теми экспонатами, которыми мы располагаем в наших фондах. Это, значит, зарисовки художника-иллюстратора, главного, основного на протяжении многих лет, иллюстратора газеты «Социалистическая Якутия». Это главная газета нашей республики, Авраменко Василий Иванович. Вот, он как раз рисовал, собственно, свои работы, которые выходили на передовицах этой газеты, и как раз на них отражены вот стройки, эти лица людей, которые создавали Якутию того времени. Это дух Чиряева. Вот этот дух Чиряева мы хотели создать и передать. В его родном Вилюйском районе также действует музей, носящий его имя. Он был создан еще в 1995 году. Музей имеет 12 экспозиционных залов, в которых запечатлена жизнедеятельность Гавриила Иосифовича. Совсем недавно здание обновили. Его официальное открытие планируется 18 апреля. Первая комната, она будет посвящена жизнедеятельности нашего выдающегося государственного деятеля Гаврила Иосифовича Чираева. И, соответственно, вторая комната будет посвящена, мы постарались обустроить кабинет так, как был кабинет Гаврила Иосифовича Чираева. И еще самое главное, здесь у нас будет краеведческий музей. Здесь будет родина, об родине Гаврила Иосифовича и о жителях, людях, которыми он общался, среди которых он вырос. За время своей работы под руководством Гавриила Чираева была организована работа по формированию южно-, западно- и центрально-якутского территориально-производственных комплексов. Нерюнгинский район, это же мы сегодня говорим, что это промышленное сердце нашей республики. И вот я считаю, что именно Гавриил Иосифович запустил в работу это сердце. Именно его профессионализм, его подход, научный подход к тем обоснованиям о значимости Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса и послужило началом всего того, что мы сегодня имеем. В честь этого в сокровищнице Якутии представили алмаз, носящий имя Гавриила Иосифовича Чиряева. Драгоценный камень был добыт в 1995 году на руднике трубки «Удачная». Его вес составил 68 карат. В этот же год он был назван в память первого секретаря Якутского обкома КПСС. Трудом, своим упорством смог убедить руководство страны, что республике необходимо развитие промышленности, необходима индустриализация. И благодаря этому на данный момент у нас есть город Нерюнгри, есть угольная промышленность, работает алмазная промышленность. И благодаря этому поступают доходы в наш бюджет. И мы доходы нашего бюджета можем направлять на социальную сферу нашей республики. Алмаз хранится в нашем Государственном фонде ценностей. На данный момент на территории Российской Федерации Государственный фонд ценностей создан только в Республике Саха-Якутия. И алмаз, который носит имя Гаврила Чиряева, будет находиться на постоянной основе в Государственном фонде ценностей нашей республики. В его родном Вилюйском районе будет реализован цикл мероприятий по укреплению материально-технической базы, включая строительство объектов здравоохранения, образования и культуры. Советом министра СССР было присвоено имя Гаврила Иосифовича Чиряева в старейшей школе города Вилюйска, первой школе номер 1. И в рамках юбилейных мероприятий в школе проходит очень много мероприятий, ну и в Улусе, и в республике. Я бы хотела отметить деловую игру «Я будущий лидер», который проходит ежегодно на региональном уровне в Вилюйской группе улусов и в Вилюйском улусе. Много детей, которые участвовали в этом конкурсе, сейчас являются лидерами и в улусе, и в республике. Дань памяти Гавриилу Чиряеву отдали не только в республике, но и за его пределами. Так, в постоянном представительстве Якутии в Москве открылась тематическая выставка, посвященная вековому юбилею советского партийного руководителя. На торжественном собрании общественности через ВКС из Санкт-Петербурга приняли участие дочь Ольга Гаврилевна Чиряева и внук Андрей Александрович Ефимов. Гавриил Иосифович, он был наиболее успешный, на мой взгляд, из руководителей, значит, нашей республики вот до Михаила Ефимовича Николаева, так? Поскольку он окружал себя кадрами, которые досконально знали дело. Я, например, когда он меня назначил
инструктором отдела промышленности обкома. Я курировал, значит, алмазодобывающую промышленность, ювелирную промышленность и так далее. Вопросы энергетики, которые мы ставили вот как специалисты вместе с предприятием Якутскэнерго, с другими предприятиями, они находили решение в постановлениях. Это вот Вилюйская ГЭС-1-2 при непосредственном участии Гавриила Лозича. Теперь там ГЭС-3, Нюрнбергский угольный комплекс, депутатский ГОК, ну и ряд других. Ключевым мероприятием стала премьера документального фильма «Путь Гавриила Черяева». Сама картина длится 60 минут и представляет зрителям воспоминания его друзей, однополчан и современников, а также комментарии экспертов о значении Черяева для Якутии и СССР. 17 лет ударного труда, за которые получилось сделать на самом деле много прорывных, даже революционных, таких вот промышленности, в образовании, в культуре, действительно подвигов. И на сегодняшний день мы до сих пор пользуемся, народ республики пользуется теми предприятиями, которые были созданы при великом Гавриле Иосифовиче. И, конечно, мы с благодарностью вспоминаем всегда его имя. И сегодняшнее мероприятие – это всего лишь маленькая доля, маленькая дань той памяти и той благодарности, которую якутский народ испытывает к своему руководителю. Жизнь Гаврила Иосифовича Черяева – пример для молодого поколения республики. Его жизнь – это широкий опыт и события, которые закалили характер и сделали из него именно такого человека, которого помнит вся Якутия. Он защищал свою родину в годы Великой Отечественной войны, трудился до седьмого пота, любил и заботился о своей семье и нес огромную ответственность за судьбу своей страны и республики. Гавриил Черяев – великий сын своего народа, и память о нем будет идти через века.